Минск, сердце Белоруссии. Город-герой встретил нас с пасмурной погодой. На улице +7. Здесь тоже проживают наши соотечественники. Татары переселились сюда более 6 веков назад. Они защищали границы этих земель, считали ее своей, родной и много работали. И несмотря на то, что много веков они проживают вдали от исторической родины, им удалось сохранить свою культуру, традиции и свою идентичность. История татар Белоруссии началась более 6 веков назад, со времен Золотой Орды. Их приглашали для несения военной службы. Татарам дали право исповедовать свою религию, строить мечети, открывать медресе. Наша задача, если мы не сможем восстановить мечеть, а хотелось бы восстановить, очень, потому что у нас все народности равны. Делегации из Татарстана показывают то, что осталось от Довбучской мечети. Ее построили в середине 16 века. Храм был одним из крупнейших на территории Белоруссии. Содержать мечеть помогали сами татары. Платили по 2 золотых со двора. В 1989-м полуразрушенное здание разобрали и передали в Белорусский музей народной архитектуры и быта. В планах реставрация. В благом деле примет участие и Татарстан. Если помещение брать мечети более объемной, эти артефакты можно красиво вписать в стену и стеллажи мечети и сделать их как музейный экспонат. Мы уверены, что мы восстановим нашу мечеть, нашу, я говорю, потому что это общая задача. И для нас очень ценно, чтобы в нашем музее, белорусском государственном, единственном музее Скансена Белоруссии, были представлены все направления вероисповедования, чтобы люди могли приехать и помолиться. В Минске много мест, которые хранят историю татар. Вот проспект Победителей. Раньше его называли татарскими огородами. Непроходимые болота татары превратили в огромные плантации, где выращивали овощи и зелень. В центре Минска, на улице Грибоедова, у татарского сквера, находится и главная мечеть страны – Соборная. Главным для нас, скажем так, ориентиром в нашем духовном развитии является духовное управление мусульман Татарстана. Тесную связь с Татарстаном подчеркивают и в Духовном управлении мусульман Белоруссии. Недавно здесь на белорусский язык перевели Коран. Большую помощь оказал муфти Камиль Хазрат Самигуллин и духовные деятели нашей республики. Действительно, та работа, которая проводится в Духовном управлении мусульман Татарстана, в наших глазах она имеет очень высокий вес. Поэтому в нашем духовном пути, в нашем духовном развитии мы ориентируемся сугубо на то, как строится работа именно в ДУМ-РТ. Очень важно то, что даже в братской Белорусской республике мы живем здесь комфортно, с пониманием. И так было всегда. Татары стали настолько своими, что потеряли свой язык, говорят в Дум Белоруссии. Чтобы все же сохранить свою идентичность, разработали свою письменность. Так появились китабы – книги на старобелорусском языке, написанные арабской вязью. Такие дневники рода были в каждой семье. Теперь хранятся в музее при Соборной мечети. Таким самым образом, белорусские татары, помимо того, что они сохранились как татары, как мусульмане на землях Беларуси, они также позволили сохранить белорусам свой белорусский язык. В сегодняшний день эти книги являются очень важным источником для изучения оригинальности белорусского языка, для, опять же, белорусских лингвистов. Но татарскую речь услышать в Минске еще можно. Четверть века работает Международный общественный центр Чишмя «Родник». Сюда в основном приходят приезжие татары. Фагиля Матшина из села Куюк Ярыкса Мамадышского района. Ее семья переехала на белорусскую землю, когда она была еще ребенком. До сих пор с трепетом вспоминает малую родину и даже написала книгу об истории своего рода. Они очень часто пели песни татарские. Они были очень грустные. Урман о своей деревне, о своем ауле. И чтобы сохранить, Мин съездила в село Куюк-Ярыкса и прошла тропками теми, где жили мои родители. Отношения между двумя нашими странами все крепчает, и дружественные отношения сохраняются. Этому подтверждаются и экономические наши взаимоотношения, и культурные взаимоотношения. И куда бы мы ни обращались за помощью, мы всегда чувствуем и государственную поддержку. То есть татар любят?
Татар здесь любят, уважают и знают. С точки зрения экономики между Республикой Татарстан и Белоруссией ежегодно увеличивается товарооборот. Очень много проектов, куда мы приходим, которые к нам приезжают и приходят. Белоруссия на протяжении многих лет входит в топ-10 партнеров Татарстана. Товарооборот превысил $1 миллиард. Задача увеличить его в 2 раза. Большой интерес в области автомобиля, авиастроения, нефтегазохимии, сельском хозяйстве, здравоохранения. В российском посольстве в Белоруссии Василий Шейхразиев встретился с Борисом Грызловым. Здесь он представил полномочного представителя Татарстана в Белоруссии Ильхама Кашапова. Встреча с чрезвычайным полномочным представителем России в Белоруссии прошла за закрытыми дверями. Впереди много задач. Это реконструкция Довбучской мечети, это проведение Сабантуя и это, конечно же, сохранение дружеских отношений между двумя братскими народами. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Минск.